Я вас всех очень рада сегодня видеть, потому что действительно тема очень важная для меня, важная, наверное, для каждого педагога, неважно, какие дети, какого возраста. Это первая проблема – низкая мотивация к обучению, которую постараемся мы с вами, в которой разобраться. И вторая проблема – это агрессивная способность детей к агрессии. Даже не способность, а вот именно агрессивное поведение детей. И как в этой форме должен находиться и реагировать педагог. И поговорим, конечно же, о способах разрешения. Но я планирую, что сегодняшняя наша встреча, она будет проходить в виде тренинга и в виде супервизии, потому что у каждого здесь, у многих присутствующих, есть уже свои представления по данной проблеме, есть уже накопленный опыт, и он очень ценен. И есть молодые люди, которые очень приближены к тому школьному возрасту, и которые, наверное, больше нам могут сегодня поведать, чем мы можем с позиции взрослого увидеть это. Но вот прежде чем начать наше с вами общение, я бы хотела, чтобы мы поиграли. Если вам не сложно, отодвиньте стульчики, встаньте, пожалуйста. Все очень просто, как в любой игре. Вы повторяете все то, что я говорю, и я делаю. Поднимаем руки вверх. Макароны, макароны с кетчупом, поострее, поострее, с перчиком, перчиком. Вилка справа, вилка слева. Кушаю, кушаю, ничего не слушаю, не слушаю. Вы наелись? Нет. Начали. Макароны, макароны с кетчупом, поострее, поострее, с перчиком, перчиком. Вилка слева, вилка справа. Кушаем, кушаем, никого не слушаем, слушаем, слушаем. Активнее. Вы наелись? Нет. Макароны, макароны с кетчупом, поострее, поострее, с перчиком, вилка слева, вилка справа, кушаем, кушаем, никого не слушаем, слушаем. Вы наелись? Нет! Макароны, макароны с кетчупом, поострее, поострее, с перчиком, вилка слева, вилка справа, кушаем, кушаем, никого не слушаем, слушаем, слушаем. Вы наелись? Да! Спасибо большое, а теперь продолжаем дальше наше общение. Ну вот, я так думаю, что всю ту зажатость, которую мы принесли, и я все то волнение с этой игрой должна остановить, потому что действительно волнуюсь. Но прежде чем сегодня прийти к вам, тема была обозначена заранее. Я пообщалась с разными психологами, пообщалась с родителями, пообщалась с учителями. Я же должна к вам прийти наполненной, и тем более это то, что меня самой очень сильно волнует. Посмотрите, что у нас сегодня происходит. Где-то лет 10 тому назад все психологи на симпозиуме международном собрались и обозначили, какие же важные проблемы сегодня присутствуют. И посмотрели, пришли к выводу, что успешность человека зависит в основном, базовое время – это дошкольное. Если много лет мы с вами рассматривали детский сад, дошкольное образование и воспитание как подготовка к школе, сегодня акценты поменялись. Мы говорим, что ноги все-таки из детства, и проблемы из детства. Что же произошло такое в семье сегодня, что мы сегодня вынуждены все вместе обсуждать тему низкой мотивации? Причем эта тема очень интересна, она волнует сегодня всех, не только то, что происходит в России. У меня была встреча в этом году с немцами. Причем люди, которые занимаются, одна занимается развивающими играми, другая развивающей литературой. И когда мы с ними обсуждали
Оказывается, у нас очень много общего. Мне вот это вот симпатично, что все-таки мировые проблемы, они распространены, и как бы мы больны всеми одними болезнями. Что происходит сегодня в семье? Посмотрите, как изменилось общество. Общество сегодня стало гедоническим, правда? То есть мы постоянно хотим удовольствия. Посмотрите, да? Мы покупаем дорогие машины. Зачем? Нам нужна скорость, у нас везде ограничения. Нам нужен большой внедорожник, но мы едем же по улице. Зачем нам большие машины? Зачем нам дорогие шубы? У нас не так холодно стало. Но мы это покупаем. Как я говорю, чтобы сосед удавился или соседка повесилась, да? Ну, извините. То есть мы как бы себя постоянно оцениваем со стороны. Да? И что происходит? И вот сегодня французский психолог, педагог, философ, что он пишет и говорит. Жак де Кулон в 2012 году писал: «Современные дети все меньше способны сосредоточиться, стремятся получать лишь новые вещи, впечатления, которые, впрочем, скорее перестают их потом увлекать». То же самое происходит и со взрослыми. И вот это вот потеря, вернее, постоянное фокусирование на внешних аспектах приводит к тому, что внутреннее внимание у нас исчезает. У нас вот эта мышца внутреннего внимания, она атрофируется. Что такое внутреннее внимание? Это наш внутренний мир. Внутренний мир ребенка. Что там у него происходит? Мы сегодня на это даже не обращаем внимания. Потому что нам очень важно постоянно с кем-то конкурировать. Общалась с молодой мамой, у нее годовалый ребенок. Скажи, пожалуйста, что тебя больше всего тревожит? Она говорит: Наталья Александровна, избыточная информация в интернете, потому что она сегодня становится у меня, извините за грубое слово, помойкой. Туда сливают все, и когда я иногда читаю, что там какие советы дают. Допустим, очень сильно активно ходила тема управляемого плача ребенка. Я была вот просто в шоке. Что такое управляемый плач ребенка? То есть дать возможность им какую-то определенную дозу там поплакать, совершенно не задумываясь о том, что же это такое, о чем нам сигнализирует ребенок. То есть мама не подходит в глазки и не смотрит, что там с ним. А что такое плач ребенка? Конечно, он нам сигнализирует о своих потребностях. Мамочка дорогая, обрати на меня внимание. Либо я кушать хочу, либо у меня там мокро, вот, либо у меня еще какая-то там проблема, либо я вообще как пирожок запекся, у меня терморегуляции-то нет, а ты меня так укутала, что я вот весь прям красный такой, весь вот сейчас намокну, и корочка-то вкусная не получится, весь размякну, и как вот бисквит такой растекусь весь, да? То есть вот посмотрите, вот что происходит с нами. Дальше. О чем следует говорить, и о чем нам Кулон пишет, что внутренний мир – это не абстракция, это наша реальность, необходимое условие нашего развития. Это то душевное пространство, которое позволяет ребенку оставаться наедине с собой, не страдая при этом от скуки или тревоги. Он творит в нем, в этом внутреннем мире, фантазирует, чувствует, размышляет, учится на протяжении всей жизни как уникальная, осознающая себя личность. Следующая проблема, о чем я хотела сказать, это вербализм. Что такое вербализм? Словоговорение. Если вы обращали внимание, да, дети идут и без остановки, бла-бла-бла-бла-бла, лишь бы о чем-то говорить. То есть диалоги абсолютно беспредметные. Это вот как бусина одна с другой нанизывается, и вот пошел. Сегодня это психологическая, неврологическая проблема у ребенка. Излишнее словоговорение, как только он начинает говорить. Даже на улице вы обращали внимание. Если раньше, допустим, мы идем и говорим «стоп» ребенку, мама разговаривает с кем-то. Сегодня, если мы идем, две дамы и ребенок вообще без остановки. Я сидела один раз в машине, меня довозили с ребенком. Мы 30 минут ехали, 30 минут он не умолкал. Это тоже очень плохо. Откуда возникает вот этот вот вербализм?
Посмотрите, что происходит. Вот ребеночек родился, он должен реагировать на звуки, а у нас постоянно включено радио. У нас постоянно фоном дополнительно идут какие-то шумы. И сегодня мы уже говорим не только об экологическом шуме, мы сегодня говорим о шуме словесном, о том, что послушайте наше радио, послушайте наше телевидение. Как они говорят, очень быстро, очень много. Причем, вы знаете, там самая главная подача информации – это, как вот американцы говорят, что корова должна быть фиолетовой, чтобы продать. То есть это должно быть удивление, это должно быть какие-то очень сильные эмоции. Вот я вчера слушаю, допустим, репортаж по телевизору, да, говорят, лошадь убила человека. Ну, полный абсурд. А если сказать, человек умер, да? От удара лошади. Это же одна и та же информация, но подана совершенно по-другому. Первое – это удар по голове, это стресс, это невротизация, это тревожность. А вторая – это предупреждение. Мои дорогие, будьте осторожны с лошадью, понимаете? И вот сегодня вот эта вся информация, к сожалению, нам подается вот так вот. Следующее еще, о чем я хотела сказать – это мои наблюдения и общение с психологом. У нас исчезает кризис 3 лет. Ребенок в 3 года – единицы, которые говорят «я сам». Вспоминаем, да, Выгодского? Что это такое? 3 года ребенок впервые о себе заявляет как о личности. Что происходит в детском саду? Вот они сидят, ясельные группы. Вот так, одевай меня. Ни один не сделает попытки что-то застегнуть, как-то одеться, что-то начать как-то делать. Одевай меня. Причем самое главное, что на них должно быть рукавички и шапка вот так завязанная. Он в трусах стоит. Очередность какая? Вот он. Это мама так велела, потому что он уже находится в стадии постоянной тревожности. Как ходят немецкие дети. Я вообще была просто ошарашена. Они ходят, как я говорю, как гусиные лапки, они очень легко одеты. У них вот всегда вот такая вот, ну, в той части Германии, где я была, у них вот такая вот погода, как у нас сейчас. +8, -5, не ниже. У них красные лапки такие висят, очень легко одеты. Этих практически нет. И сам ребенок решает, когда он наденет рукавички. Сегодня, вот я же вам сказала, я сам у наших детей отсутствует. Все дело, как у меня одна музыкальный работник, говорит, у меня, Наталья Александровна, есть такой ребенок, да, у меня такое ощущение, что вот он сидит, да, и скажет, откройте мне веки. Я вообще ничего не хочу делать. Почему это происходит? Это проблема упакованности детей. Посмотрите, наше общество, которое постоянно наших родителей держит в напряжении. Нужно больше заработать, нужно это успеть. Там у нас конкуренция постоянно идет на работе, мне нужно продвижение, мне нужна карьера, мне все надо. Общество потребления, гедоническое общество. Я должна получать удовольствие. Мне нужно сделать макияж за 1500, там, за сколько тысяч, стрижку подороже и так далее, и так далее. Да? А детям, ну, как бы вот нет места. И тогда мы их упаковываем. Мы надели на них памперсы. СОС, я кричу, СОС, помогите нашим детям, что такое памперсы. Мы блокируем рефлексы у ребенка, начисто блокируем. Где оно? Ему дискомфортно. Я сделал под себя, но включается саморегуляция, правда? А в памперсах всегда сухо. Вот это вот очень большая сегодня проблема. Они рассматривают детский садик, это как исправительная колония, я приведу его в памперсах, а там сами приучат. Дети не держат ложки. Это тоже... Вот я всегда провожу в начале тренинг с родителями, я им раздаю карандаши, приборы всякие разные. Возьмите, какие пальцы у вас действуют. Вот они, 3 пальца, правда? То ли ложку мы держим. 3 пальца. Наши дети. Обезьяний захват. К 3 годам пальцы 3 должны работать. А у нас обезьяний захват – это 6-месячные. Понимаете, что мы делаем с вами? Дальше нам очень удобно, когда ребенок находится в кресле. А вот почему 3 пальца? Я же ему лучше бутылочку засуну, правда? Нежели он ложкой-то сам, он же не испачкается, мне же стирать меньше. Так удобнее, так быстрее. Всякие ограждающие моменты со стульчиками, где он всегда на привязи у нас.
Не дай бог, чтобы чего не случилось. Сегодня большие проблемы, ко мне обращаются нарушение пищевого поведения у детей. Почему? А мама боится, а что ему морковку дам, прикормлю яблочком, а вдруг он задохнется, вдруг у него что-то попадет не в то горло. И до 3 лет только протертой пищи. Представляете? А что такое протертая пища? Рефлексы начисто уходят. Сенситивный период утрачен. Все. И мы после 3 лет в садике начинаем ребенка учить жевать. А если он не жует, если у него артикуляция не развита, что происходит? Задержка речевого развития. А задержка речевого развития – это задержка психического развития. ЗПР получается у нас. И вот представляете, вот в этой тревожности находятся наши родители. Следующая проблема, о которой мне... Это все приводит к тому, что у ребенка нет желания познавать мир, изучать, удивляться, воспринимать. Посмотрите, мы сегодня даем образцы, а нужны ребенку образы. Не образец, как нарисовать дерево, а образ, что такое дерево. Ребенок должен почувствовать, должен поддержать. Мне очень нравится в этом плане вальдорфская методика. Обалденно. Вот они сейчас всю осень занимались с листочками. Они их рассматривали, они их мяли, они их трогали, они их ламинировали, они их лепили, рисовали. Вот, ну, все, что можно. Они делали из них аппликации. Все, что... Они это все трогали. Они все это пробовали. Они это... Что происходит в простом садике, когда вот эту методику попыталась одна из психологов воплотить? Она говорит, чтобы дети, они буквально минут 10 посмотрели, и интерес утрачен. Потому что они давно привыкли к чему? Чтобы не плакал. Вы же очень часто видим в транспорте. Да? Мы приезжаем за границу. Вот когда мы путешествуем, обращали внимание, как у меня муж говорит, опять начала работать. Ты отдыхай. Ты посмотри. Наши мамы, наши родители, они растеряны, они не знают, что делать. Они привели в отель ребенка, они привели его в ресторан. А есть он, оказывается, не может. 3-5 лет, вот они включают, и он начинает смотреть. Что происходит у других детей? Вот арабские дети. Лежат приборы, родители абсолютно спокойны. Они берут ложку, они спокойно, абсолютно, не дергаясь, не реагируя. Дети берут у них ножи, естественно, мама наблюдает в меру дозволенного и границы. Очень интересный пример. Смотрите, российский ребенок 3 лет истерит. Бабушка, дедушка, мама, папа бьется об этот пол. Я стою, тоже смотрю, что тут будет. Вот. Дальше, рядом арабский ребенок. Он самостоятельный, папа на расстоянии его держит. И вдруг этот ребенок спотыкается и падает. У меня все обрывается внутри. Причем он падает, лестница, мраморный пол и лестница. Там вот остается, он падает. И я это отследила, я это увидела. Его тело мобилизуется, он вот так вот, раз, и голову назад. То есть, понимаете, он уже неоднократно падал. Наши дети сегодня, Боже упаси, если они упадут, мы их держим всячески рядом с собой. Мы вот эту свободу у детей совсем забрали. Вот самое лучшее, как говорит Комаровский, ведите ребенка. Летом он должен ходить в трусах и грязный в песке. Вот он должен экспериментировать, он должен что-то обязательно делать, он должен познавать мир. Сегодня проблемы с детьми – нарушена тактильность. У нас работает только визуальный канал. Мы смотрим мультики постоянно, мы в гаджетах. Но у детей аудиальные каналы лучше вообще закрыты. Они не слышат. Потому что если родители говорят 145 раз, вот, то есть они у нас как с ушными палочками в ушах ходят. Все равно же только яркий образ должен быть. Дальше что у нас происходит? Уши, чтобы открыть, что нужно сделать?
Как вы думаете? А? Разговаривать. Разговаривать. Раз. Читать сказки. Два. Да? Читать. Не смотреть. Читать. И еще что? А еще очень важно, знаете как? Вот если вы что-то сказали ребенку, не повторяйте второй раз. Вы добейтесь, чтобы он это сделал. Или лучше вообще ничего не говорите. Если он вас... То есть, чтобы у ребенка возникла привычка с первого раза вас слышать. Если он не слышит, что мы делаем? Мягко берем за плечи его. Тактильный контакт у нас происходит, да? И что я тебя попросила сделать? Угу. Напоминаем. Или мы лучше вообще больше ничего не говорим. А мы говорим 45 раз одно и то же. Принцип заезженной пластинки. С детьми. Это вот то, что называется сегодня белый шум. Несколько лет тому назад не было такого понятия в психологии белый шум. То есть шум ни о чем. Когда родители много-много инструкций одновременно дают. Это тоже очень важно, почему я опять говорю, я задержалась в дошкольном возрасте, потому что все идет оттуда. Еще очень важная большая проблема сегодня – это героика. У детей должны быть герои обязательно. Вот вспомните, пожалуйста, наверное, вам уже сложно будет. Вот я помню очень хорошо, если у ребенка не было папы, мало ли какие, развелись там или еще что-то. Что мама говорила? Где папа? Он летчик. Он улетел, он герой. Он в глазах ребенка. Для мамы он подлец-мерзавец, ушел и бросил семью, да? А для ребенка он всегда был герой. Вот Выгодский очень хорошо об этом пишет, что нужны нашим детям и до сих пор нам нужны герои. Но герои я ходила на кудрявцевские лекции, просто обалденно. Кудрявцев – это психолог, это профессор из Московского вуза. Он очень часто сюда к нам в Казань приезжает. Если будет возможность, сходите. Интереснейшая личность, интереснейше говорит о вообще воспитании, о наших детях. Детям нужны герои, как нам всегда они были. Человечеству нужно. Вспомните Древний Рим, историю древнего мира. Одни герои, правда? Мифы, они нужны нам, мы без этого не можем. Сегодня у детей вместо героев кто сегодня? Монстры какие-то. Это кошмар. Я сама иногда, какую информацию, что, чему ты учишь? Когда ребенок берет в руки эту игрушку, задай себе просто вопрос, во что он будет играть? Во что он играет? Смотрим. Ага, да. Вот они ходят друг к другу. Только один у меня мальчик был, он говорит: ты моя принцесса, а я твой рыцарь. Думаю, боже мой, кто-то еще читает сказки ребенку. Да, это один ребенок был, такой жалко, ушел от нас. Но ни в коем случае не форсируйте. Каждому возрасту есть своя литература. Это очень важно, потому что, опять-таки, был опыт отрицательный, ушла. Когда девочка у меня в 3,5 года вдруг у нее игры в смерть. Умерла в гробу. Естественно, ко мне воспитательно отреагировала, что случилось. Я говорю, так, сейчас будем разбираться по возрасту. Тема смерти еще не должна волновать. 5-7 лет, правда? Мы все знаем. Осмысление жизни, ценности – это позднее, сейчас. Оказывается, мама прочитала ей сказку о спящей красавице. Все. И она зациклилась. Профорсировали немножко. Я говорю, давай срочно какую-то другую, более интересную, чтобы заменить. И этот крем рано, не надо. Не надо ребенку играть в смерть. То есть, опять-таки, и как раз хочу сказать о том, что взрослые сегодня очень стараются форсировать образование детей. Они стараются с ментальной математикой, просто до какого-то абсурда доходят. Сегодня телевидение ведь ориентировано, вчера говорили о том, что на результаты, мы постоянно ориентированы на результаты, да, ребенок лучше, быстрее других, эта соревновательность, думаю, а раньше нас зачем водили? На танцы мы зачем ходили?
Конечно, чтобы ребенок был занят, чтобы он там развивался, чтобы он был в среде себе подобных. Правда? Мы даже не думали о том, будет он чемпионом, не будет чемпионом. Вот сегодня они ищут, вчерашний репортаж, ищут сегодня они инструктора по физкультуре, потому что это самый тренер, который с ним занимался, 20 тысяч, оказывается, один купальник стоит, только спортивный. Она собрала деньги, и деньги исчезли. Обалдеть, правда? 20 тысяч. Ну, у меня что-то не укладывается. А что, за 200 рублей нельзя заниматься? Да? Ну, что с нами происходит со взрослыми? Угу. Следующая, еще одна очень важная тема, что волнует сегодня и родителей, это бинуклеарная семья. Что такое бинуклеарная семья? Это когда бабушка, дедушка, мама, папа и ребенок. Да, да. Что происходит? Что происходит там в семье? Нет, родители, мама, папа, дедушка, все. Один ребенок, контролирует, все контролируют. Воспитывает его со всех сторон, дергает. Каждый по-своему. Причем, ведь родители, кто родили, они должны быть родителями для своего ребенка, а они остаются детьми для бабушки с дедушками. У ребенка вообще вот в голове у него полная вакханалия, он не понимает. То есть вот эти функции внутрисемейные начисто отсутствуют. Дети становятся, знаете, какими? Неуправляемыми. Я хожу в семьи, я консультирую. И первое, что я с чего начинаю смотреть, это вот как раз где спит ребенок. Знаете, где дети спят? С бабушкой. С бабушкой. Если ребенок не идет в детский сад, и ко мне приходит, что вот такой тревожный ребенок, я сразу начинаю, с кем он спит. Либо с бабушкой, либо с мамой. Это очень плохо, когда с мамой. Я есть я. Ребенок давно должен был отделиться от мамы. Что такое сон с мамой? Это тревожность. Это постоянная тревожность. Понимаете? Извините, супружеский долг, отношения с мужем. Вспомните, пожалуйста, раньше бабушек кровать – это неприкосновенное было. Это только родительское место. Понимаете? Вот сохранить. По фэншую то же самое. Самое лучшее место должно быть у кого? У родителей. Не забывайте про это. У ребенка все еще будет. А как возникнет уважение? Что сегодня у нас с вами происходит? Мы начинаем урок. И, как я говорю, я должна преодолеть вот этот ров с тиграми и с водой. Да? Потому что прежде чем достучаться до ребенка, я должна вот это приложить усилия и преодолеть. Потому что уважение к взрослому утрачено. А что происходит в бинуклеарной семье? Бабушка говорит, а твоя мать такая рассекая, а твоя бабушка вот такая рассекая. И авторитет у нас взрослого утрачен совсем. И следующая проблема. У нас стирается грань между детством и взрослостью. Всю ту информацию, которая была раньше доступна только для взрослых, сегодня дети в ней лучше, чем мы с вами. Открывают интернет, и все. И обо всем. И через рекламу, и много, и ярко, и профессионально поданное. Специально, чтобы деток наших, чтобы с нас еще побольше, чтобы у нас в магазин появился, чтобы что-то купили. Как закрыть доступ к этой взрослой информации? Пока мы не закроем, пока мы детей не ограничим, нельзя посвящать детей во взрослые проблемы. Нельзя. Понимаете? Он не должен знать, у него должна сохраняться иллюзия, у него должна сохраняться сказочность, у него должно развиваться воображение. А какое там воображение, когда вот оно все конкретно? Вспомните, пожалуйста, опять про воображение. Сели верхом на палку, и что? Лошадь, и мы поскакали, и я герой. А сегодня? А сегодня, чтобы я стал героем, нужно купить автомобиль натуральный, настоящий, как у папы, в миниатюре. Тысяч за 18, за 20. И как мне бабушки говорят, ты знаешь, он въезжает только как папа.
Только ему нужно открыть центральные ворота. А где воображение? А завтра он скажет, а все, а мало. Я уже вот так наигрался, мне уже нужен Мерседес же. Мне еще нужно лучше и больше. И вот этой палки-то между ног-то уже и не надо. Или вспомните, пожалуйста, себя. Коробочка, к коробочке привязали веревочку. Что получилось? Конечно, все что угодно. Телефон, кроватка, автомобиль. Правда, если еще так подвесили. Вот так мы играли, мы развивали свое воображение. Вот оно, вот это вот общество, когда всего очень много. Убирайте, не надо много, подумайте, что должно быть, что принесет, какую пользу вашему ребенку. Когда я со своими детьми стала срывать цветочки, и мы сделали дефиле кукол, помните Мальвы, что розы, да? Все, наверное, играли. Там такие, как платьица, юбочки мы сделали. И когда у меня девочки стали перед мальчиками ходить и демонстрировать то, что вот они сделали, они же сами это сделали. Это же нужно было шляпку, как... Естественно, я навела. Конечно, я... Что тут было, как наши мальчики? Вот сейчас мы как раз плавно переходим с вами к проблеме следующей – гендерность. Есть очень хороший педагог, знакомый у меня в начальной школе. Когда я его спросила, скажи, пожалуйста, какая самая большая проблема наших дошкольников, которые приходят к вам? Знаете, какая? Ни за что не догадается. Она говорит, научите, пожалуйста, гульфики застегивать у детей, у мальчиков. Угу. Дело в том, что вся наша одежда детская на чем? Липучки, резиночки. В школьной форме там появились крючочки и пуговички. Руки не готовы. Они не могут справиться с этими пуговками. Это с одной стороны. С другой стороны, они выходят из туалета, они пришли, они вот так вот сели. Все нараспашку. Матушки мои, что это такое? Это вот как раз, когда мальчик не понял, что он мальчик. Вот это гендерность. У нас на Руси было как принято? До 5 лет все ходили в длинных рубахах. И мальчики, и девочки. В 5 лет все, надели штанишки. Девочки надели юбочку. И в 5 лет, я всегда говорю, исполнилось, дети пришли к вам в 5 лет. Никаких Петюш, Рустемчиков, Петр, полное имя. Он мальчик, понимаете? Он уже вырос. Вот это сегодня мы утратили. Я уже большой. Дети сегодня, я маленький. Вот я большой – это развитие вперед. Он себя сравнивает с малышами. Сегодня наши дети постоянно сравнивают себя со взрослыми, потому что у нас гиперопека, потому что мы все за них делаем. А если я еще маленький, а что мне дальше-то развиваться-то? Я большой, там другие совершенно взгляды. Посмотрите, понаблюдайте. Они сегодня играют вот с этими маленькими игрушками, совсем с крошечными, которыми они идентифицируют себя. Вот такой вот. Там вот маленькие зверятки. Сегодня очень многих деток, они прям вот так вот некоторые держат, не разжимая. Они их с собой носят. Поменялась все игра. Потому что самосознание ребенка. А после этого вы говорите, низкая мотивация. А вот мы все забили уже, всю мотивацию к развитию и к обучению. Мы нарушили воображение, мы нарушили внутреннее внимание, где идет «я есть я», где идет развитие. Мы нарушили, мы это взрослые сделали. Вот сегодня вот в таких проблемах я очень хотела, чтобы вы их донесли дальше. Где же выход? Выход – это просвещение наших родителей. Это собственное просвещение. Я думаю, что вы сегодня, это вот как брошенный камень, и пойдет дальше. Вы начнете, может быть, на многие вещи смотреть по-другому. Еще пока я не забыла, пожалуйста, у кого есть маленькие дети, как только начинают рисовать, сегодня есть трехгранные ручки, трехгранные карандаши. Используйте, пожалуйста, только их. Подержите вот сейчас, вот пустите по кругу трехгранную ручку, да, вы подержите, и потом мне скажите, что же там такое? Угу. Вот, пожалуйста, все мудрые учителя перешли, но не все, хотя и перед заведующим я выступала, перед психологом. Запустите, есть такое. Это очень важно, потому что сегодня, к сожалению, обществу очень нездорово. Вот если мы с вами держим шариковые ручки, нет нажима, группа мышц работает совсем другая. К 25 годам
Но артроз лопаточно-плечевой обеспечен. Угу. Вы поняли, о чем я, да? Вот не та группа мышц работает. Элементарно все. Еще сейчас опять вот возвращаясь. Я очень долго думала сегодня. Один хирург мне сказал: Наталья Александровна, 20 минут, проведенные ребенком на стульчике, это необратимые процессы наступают. Да? Что там такого необратимого? Посмотрите, когда сидит ребенок, во-первых, позвоночник у него наклоняется, и вот здесь вот под мышцами спазм происходит. А тугор-то маленький, спина еще очень слабая. Я долго думала, как же их посадить-то по-другому. Их надо на ковре. Вообще все общение с детьми на ковре. Знаете, самое простое есть в йоге. Поза ученика. Знаете? Поза ученика. Садимся на колени, то есть пяточки. Вот просто это самое. Сейчас сяду. Увидите, вот так вот. Вот она. Поза ученика. Спина ровная. Все. Не сгибается. Оказывается, до нас уже много веков. Но я долго шла к этому, я долго искала. Совершенно верно. Мы же не зря с вами в мечети так сидим. Абсолютно верно. Ведь, оказывается, до нас вот просто... Вот это и есть природосообразность, да? Это главный принцип педагогики. Наблюдай, смотри, развивай и делай. Как уже до тебя, не надо ничего придумывать. Ребенок в люльке, так было всегда, рядом с родителями, не между родителями. Если ребенок с мамой, я вам говорила, это плохие отношения с папой. Еще очень интимный вопрос, но я хочу сказать. Я всегда говорю родителям, что дети в ясельную группу пришли, потому как мальчик садится на горшок, как он это писает, я сразу могу сказать, какие семейные отношения. Дети сегодня, к сожалению, к 3 годам мальчики садятся на стульчик. Что это такое? Доминанта кто? Мама. Угу. Папа даже этому не научил. Либо папы нет вообще. Если он стоит сам, и это делает сам, с хорошей струей, как полагается, классный, хороший, настоящий папа. Или как у меня один ребенок пришел, я пришла в ясельную, потому что это мои дети, я их должна через себя адаптироваться, я их должна всех вылезать, прижать, поцеловать, обсиканные, обкаканные прийти. Если говорит, снял вот так, дизы, я говорю, сам держи. Это тоже очень важно, понимаете? Вот это самообслуживание, самоидентификация. Ну вот в свете всех этих проблем, чтобы биологический пол, чтобы я мальчик, он должен встретиться, а ему надо помочь, чтобы он встретился с психологическим полом. Сегодня, когда заласканные дети, когда мама кладет его к себе, зачем она это делает в кровать? Ей любви не хватает. Угу. И ту любовь, которую должен подарить мужчина, она использует, берет от ребенка. Это тоже очень большая проблема. Это вот то, что мешает и маме, мешает ребенку. Развитие не происходит. Понимаете, он другую функцию выполняет. Он не отделяется от мамы, она его держит. Я есть я, не забудьте, хороший очень. То есть ребенок должен о себе заявить я вон там нарисовала вам, вот плохо видно. Я во что формируется? Переходит в мы. Понимаете? Не они, а я и мы. Вот эта вот формула, она очень важна и в классе. Вот мы говорим о личностно-ориентированной педагогике. Что это такое? Когда мы должны учитывать возможности и способности каждого ребенка. Как получается? 40 человек, 35 человек в классе. Как получается педагоги? Вы учитываете ритмы каждого ребенка. Один пишет быстро, другой пишет медленно. Да, даже вот сейчас мы с вами, когда делали макароны, кому-то нужно было присмотреться, раскачаться. Мы взрослые с вами. Кому-то нужно было время, чтобы включиться в это. У кого-то очень быстро подстройка произошла. Мы разные.
Сложно очень. Вот сегодня вот это тоже дилемма, но это отдельная история, личностно-ориентированная педагогика, когда каждому ребенку заглянуть в глазки, с каждым ребенком выстроить контакты и только после этого общаться, это очень сложно. И я очень долго задержалась на тех, то есть вы поняли, что сдерживает мотивацию ребенка к образованию? Отсутствие чего? Внутреннего внимания. Да? Еще очень важно внутреннее внимание, чтобы сформировать у ребенка развитие всех каналов восприятия. Вкусовых, не чипсы, не ароматизаторы. В Германии села в электричку, еду, зашел целый класс пятиклассников. Они расселись так, как воробушки, все разлетелись по местам. Открывают свои ранцы. Что они оттуда достают? Совершенно верно. Не как наши дети. Не это, не чипсы, не жвачки, а ланчбоксы. У всех, как у кроликов, нарезанные морковки. У всех. Яблочки, кусочки. Мы же это можем сделать, правда? Это же взрослые делают. Они же туда кладут. Может быть, хватит детей-то травить. Сегодня одна из причин аутизма – это неправильное пищевое поведение. Это вообще отравление детей. Сначала мы сами травимся. Вот посмотрите, когда вы смотрите телевизор, вот такой экран, очень яркий, а потом вы выходите в лес, и вам нужно любоваться цветочком. Вы хотите это сделать. Вам легко это делать? Вот я, например, после телевизора, мне очень сложно, чтобы начать созерцать у себя в саду, чтобы вот эти нюансы оттенков чувствовать, вот эту форму, потому что это убойная сила. Это очень сильно и очень ярко. А если ребенок всегда находится в этом, он захочет рассматривать листочки, он захочет этого пожарника трогать. Сегодня вообще у детей вот боязнь насекомых – это очень сильно и очень много. Мы уже столько тревоги в них туда заложили, в детей, что, Боже упаси, если кто-то там заденет и прыгнет. Это вот те проблемы. Так, еще следующее, что мы сказали с вами. Бинуклеарность к чему ведет? Тревожность. Неуправляемость ребенка. Отсутствие уважения ко взрослому. И когда мы все... Упакованность ребенка. Памперсы, кресла и так далее. К чему ведет? Начисто отбивает интерес к жизни. А зачем? Таите, нас и здесь хорошо кормят. Все ограничено, больше он никуда не пойдет. Я сам ушло. Ему не захочется. И вот он таким в школу придет. А вы ему говорите, знание, это хорошо. Как хорошо. Всегда, когда родителей собираю, провожу с ним тренинги, я говорю, понимаете, что такое знание? Это как шоколад. К этому вкус надо привить. Это нужно научить смаковать. Не как хлеб жевать шоколад, да? Как мы сейчас очень часто вижу, берут плитку шоколада и начинают как булку хлеба жевать. Я в шоке всегда. Как мы шоколад едим. Вспоминаем. Что такое? Маленький кусочек. Мы кладем куда? Где у нас рецепторы? На язык. Обволакиваем по небу. Там легкое таяние происходит. И мы тогда от этого получаем удовольствие. Правда? Маленький. Угу. То есть вот это чуть-чуть, вот это вот в кайф, вот это вот в радость. И мы включили все рецепторы. И мы познали, что такое... А если я еще знаю, что это для меня... гормон спокойствия, счастья, да? Ну, это вообще все, функции выполнил все. Что сегодня у нас происходит? Как дети едят сладости? Целиком, какой там кусочек. Кстати, мало кто может есть шоколад. Вы знаете, что шоколад надо в обертке, не разворачивая, весь разломать на кусочки, потом открыть и подавать. Не вот так вот открывать.
или есть как хлеб, забитый все наши каналы у зубов, боли, никакого радости, кроме вреда, ничего не принесли. Вот это вот чуть-чуть сохраните в себе. Вот это очень важно. И ребенку научить чуть-чуть. Понимаете, немного, а чуть-чуть. Движение глаз. Почему говорят, обнаженная женщина не вызывает интереса? А чуть-чуть нет, вот оно, все. Правда? А если чуть-чуть? Юбочка отодвинулась, чуть-чуть коленочка, боже, воображение заиграло, все. И я себя царицей чувствую, я себя красавицей чувствую, правда? Чуть-чуть, только коленочка обнажилась, открылась. А уж если все, ну возьми меня, ну это совсем другое. Вот поэтому я и хочу детям привейте вот этот вот вкус к чуть-чуть. Чуть-чуть наблюдений, чуть-чуть, немного, безударного вот такого напряжения, да, но для этого самому надо жить вот в этом чуть-чуть. Запах, парфюм, чуть-чуть, чтобы он чувствовал этот запах, чтобы он почувствовал запах. Ой, Антоновка, ни одно яблоко так не пахнет, как пахнет Антоновка. И чтобы вот от этого получить удовольствие. Если кто-то был у Соболевой на курсах, когда она вела лекции, она говорила, ребенок должен взять книжку, и он ее должен сначала все понюхать, подержать и получить это, и только потом начинать открывать. И каждый... Не так. Да, картинок мало. Ага. Вот. А вот это вот испытать, вот это чуть-чуть, вот эту радость, вот она наполненность. И тогда ему не нужно будет вот этих острых переживаний, вот этих острых чувств. А это же, вы понимаете, это же все атрофируется. Это хочется еще больше, больше, а мы вот бьем. И тогда что они делают? Совсем недавно у меня первый раз появился ребенок дошкольного возраста, у которого компьютерная зависимость. Представляете? Ломка у ребенка. Он убегает из группы. Он ничего не хочет делать. У него одна страсть ему попасть домой. А как вы думаете, а причина откуда? Почему возникла вот эта зависимость? Родители, пока не воевали между собой, они развелись и продолжали жить вместе друг с другом. И каждый считает, что любовь – это подкуп. Да? Ага, куплю круче. Кто круче? Кроссовки. А, ты эти купил, а я еще круче. Я же папа. И папа приходит и плачет. Если я уйду, он же меня не будет любить. Что вы говорите? Вы навсегда для него папой останетесь. Вы поймите, даже если будет другой мужчина у вашей жены, все, но папой вы с ним останетесь. Вот меня просто поражают сегодня взрослые, с какими вот, с детской наивностью, что ли, они живут в этой жизни. То есть вот очень очевидные вещи, да, вот, когда ведь говоришь детям об очень сложных вещах простым языком, сам много понимаешь. Скажите, пожалуйста, что такое семья? Это распределение обязанностей, правда? Что такое папа? Папа – это холодильник. Да? Мама – плита. Все очень просто. Можно поменяться, можно. Но так, чтобы у каждого были обязанности в семье, правда? Они так не знают, откуда там что-то берется. Или папа просто, как дети говорят, диван. Да, вот становится сегодня диванной подушкой. У мужчин все больше становится инфантильность. Они не в состоянии создать... Я это вам говорю не голословно, потому что у меня очень много консультаций с родителями. Я общаюсь и с папами. И я прям вот, у меня насильственные такие тренинги, я папу включаю, ты потрогай детей-то, чтобы вот он к себе прижал, чтобы он это почувствовал. А вообще чувство отцовства возникает значительно позднее. К 4 годам только папа начинает осознавать себя папой. У мамы-то это врожденное чувство, а у папы это приобретенное чувство. Вот это точно я вам прям вот по своему мужу скажу.
Вот в 4 года все, пошла любовь. До этого вот, ну это твои там девочки, ты там с ними как бы вот и разбираешься. В 4 года тут все, да, тут уже есть общение, тут другие совершенно. Она вот так природой условия. Поэтому надо мужчину немножко поконсервировать, но все равно вот вовлекать в этот вот процесс. У него чувство отцовства обязательно проснется. Что укрепляет семью? Быстренько вопрос. Распределение обязанностей мы с вами сказали? Совместная деятельность. Совершенно верно. Вместе ходим в магазин, вместе гвозди забиваем, все делаем вместе. Понимаете? Если мы делаем это врозь, вот это сообщество наше создает. Вот, кстати, отсюда сразу же параллель. В классе, если вы хотите, чтобы у вас класс был дружный, что нужно делать? Совместный труд. Выпуск газет, подготовка к КВН, все вместе, чтобы они делали. И тогда у них возникнут определенные отношения, тогда у вас будет коллектив, которым управлять можно. И где будет формироваться вот это «я», а отсюда хорошее, здоровое «мы». Про заниженную мотивацию закончим. А сейчас я очень хочу перейти к теме, все-таки эта тема, что же делает наших детей агрессивными. Ну вот, знаете, проанализировав всю литературу, что я вам хотела сказать? Почему мы говорим профилактика, исправление жестокости и правонарушения, а не воспитание миролюбия? Что легче? Воспитание миролюбия или борьба с агрессивностью? Воспитание. Конечно. Так вот, если мы с вами просто начнем говорить о миролюбии, что нужно сделать, чтобы ребенок был миролюбивым? Ну, вы знаете все, что до 1,5 лет вообще агрессия – это врожденное чувство. Это то, что нам от приматов досталось. Человек рождается с агрессией. А потом постепенно в его жизни появляются… Что его делает человеком? Правила. И вот эта проблема номер 1 – подать, сформулировать правила. Скажите, пожалуйста, чьи правила легче выполнять? Те, которые вам кто-то навязал, или те, которые вы сформулировали? Свои правила. Угу. Отсюда какой вывод? Как правила нужно создавать? Вместе. То есть, чтобы у ребенка возникла потребность обговорить, какие правила могут быть дома. Это опять-таки вот к укреплению семьи и желание развиваться дальше. Вместе. Угу. Пришел, помыл руки, пришел, сказал: здравствуйте, вот это твой гвоздик. Очень интересно, у меня девочка одна, она говорит: знаете, Наталья Александровна, у меня сестренка родилась. И вот она говорит: о, вообще с ума можно сойти. Она каждый день приходит и говорит: это тапочки мамы, это тапочки папы, это тапочки Гульнарина, это курточка мамы. Это... Что это делает такое ребенок? Упорядочивает. Да? Он границы своего «я» и «я» своих близких определяет. Это курточка чья? Что есть «я»? Да? Это мой телефон. И вот я сейчас говорю, если я подошла, залезла к вам в сумочку. Ага, что произошло с вами? Ну, я рассердилась. О, еще как. Почему? Потому что это мое. Угу, потому что я нарушила ваше «я». Я нарушила ваше пространство. Это вот тоже очень важно, сформировать у ребенка вот эту границу собственного «я». И туда без спроса не входить. Знаете, как я всегда говорю, с ребенком на «вы» с реверансами. Дети удивительно быстро умнеют, если их держать за умных. Если вы с ними как с личностью, он и вам ответит как личность. А если опять не выполнил ничего и не сделал, ах ты дрянь такая, ага, что я сделала? Я оценила человека, личность, ребенка. Я убила в нем эту личность. Угу. Да? Когда мы ругаем ребенка, переходим на личность, что мы делаем? Мы его уничтожаем. Как нужно похвалить ребенка и как нужно свое фи высказать? Чем мы недовольны или наоборот, что нам очень понравилось? Поступок, действие.
Всегда косвенная похвала. Вот это запомните. Косвенная похвала – это результат, это деятельность, это развитие, это подъем ребенка. А мой ты хороший, что делают у нас сегодня бабушки, да? Ой, как он красиво нарисовал. Ой, какой он у нас молодец. И вот он ждет. Ну, давайте все, хвалите меня. А мы же результаты должны, конечно, отмечать. Нам нужно признание, правда? Но когда мы научимся за результаты, то же самое с нашими учениками. Вот сейчас мы переходим к проблеме воспитания миролюбия. Я попрошу несколько... Ага. Сейчас мы с вами вот так вот по кругу передаем яблоко и постараемся назвать особенность, эпитет, охарактеризовать сегодняшнего школьника. Одним словом. Каждый по одному слову. Не возбраняется повторять. Пожалуйста, можно мы с вас начнем. Ага, и передается, хочется. Чувствуете, тактильность включила. О, только один раз направив ваше внимание. То же самое с детьми. Ага. Развитые. Замечательно. Угу. Какие? Активные. Угу. Гиперактивные. Активные, гиперактивные. Это... Добрый. Угу. Угу. Суперэнергичный. Угу. Угу. Разные. Эмоциональные. Угу. Ничего не боятся. Отсутствие страха? Ну да, например, поговорить с учителем, я помню, мы всегда настраивались, да, чтобы поговорить с учителем. А сейчас они свое мнение запросто выражают. Наверное, это не страх. Может быть, нарушение границ субординации. Это с одной стороны, да? А с другой... Зависимые. Совершенно... Балдушки они все. Ага, вербализм. Согласна. Вот то, о чем я говорила. Вербализм. Дети? Это общая черта. Ага, здорово. Я часто наблюдаю, сейчас дети стали, я все знаю, это все легко, я все сделаю, то есть слишком самоуверенные. Только знаешь. Самостоятельно? Не самостоятельно. Очень активные. Активные очень. Активные в смысле деятельности или физической движения? Будьте добры, ваша точка зрения. Да, школьники. Амбициозные. Ага. Современные. Современные это как? Ну, больше нас знает, например. Ага. А это вот общая черта. А что же мы сегодня тогда об агрессии говорим? Вспыльчивые. Ага, эмоциональная несдержанность такая. Обидчивые. Можно сказать, нездоровые по здоровью. Слабое здоровье. Да, сегодня статистика об этом говорит, нам не надо придумывать. Мне сложно сказать, потому что в разных классах, в разных потоках совершенно разные дети. 11 класс не сравним с 11 классом, с 1 классом, предположим. Совершенно разные. Они разные. Ой, как здорово. Скажите, пожалуйста, а вы задумались, а почему они такие разные? Потому что время поменялось, совершенно меняется. Но они в одной параллели разные? Или... Первый класс и 11. Поколение меняется уже там. Совершенно другие. Вот первый класс, вы говорите, вот какие сейчас школьники? Например, я веду в 1 классе, я веду в 11. Вот одновременно. То есть они совершенно разные. Как их можно... Это совершенно разные люди. Ну нет, Если разный первый возраст, класс- я согласна. Мы сейчас не говорим... Если 1 класс приходит, они могут меня не слышать, но они в любом случае воспринимают информацию. Я не вижу их глаз иногда. А где они, у них глаза? Они заняты своими делами, большая часть. Как у них на уроке, они самодостаточны, они могут... Это мы говорим сейчас о первоклашках? Да. Вот у меня приходит 20 человек, они совершенно
могут не все меня слышать, они пришли, они видят, что я в любом случае учитель, может быть, у них авторитет, классный руководитель, я не знаю, но 11 класс пришел, он мне смотрит в глаза. Вы их приручили? Понимаю. Приручили, возможно. Да, вы их приручили. Не знаю. Как? И другие, ну, например, они же... 7 классы приходят, они тоже другой у них и аура другая совершенно, эти дети. Я не знаю, как это приучили, что ли, приручили. Вот они пришли в 1 класс, они совершенно другие. Это несколько лет уже повторяется. Я поэтому не могу сказать, что вот они у меня какие одновременно. Я могу охарактеризовать, например, те первые, вот третьи сейчас там вот в потоках только. А сказать какая-то общая черта. То есть очень сильная дифференциация, на ваш взгляд, да. И общим каким-то вы не можете. А начальные классы вы все-таки считаете вот это они отсутствие... Они очень много знают, конечно, и, как вы сказали, им не интересна большая часть, кажется, потому что тем, чем мы занимаемся, им кажется уже детским садом для многих, потому что информации у них поток огромный. То есть мы с вами, как взрослые, не успеваем за развитием детей? Наверное. Угу. Тогда это наша проблема, да? Да, конечно. Ага. Вы знаете, вот я очень хотела вам сказать, я наконец-то впервые услышала слова в защиту учителей Лукашенко. Видели, наверное, все видеоролик, когда он... Я впервые... Вот у меня это прям бальзам был на душу, когда он сказал, если дети снимают издевательство над педагогом на видео, о каких программах мы вообще можем говорить? Вот я хотела на этом немножко заострить внимание. Посмотрите, сегодня, да, дети, я почему вам говорила, стерлась вот эта грань информации, то, что знает взрослый, и то, что знает ребенок, сегодня это очень часто бывает тождественно, потому что действительно в интернете за секунду... Вот я всегда говорю, когда я работаю с молодыми воспитателями, да, я вот все идеи черпаю из себя, очень много всяких разных конкурсов разрабатываю. Я все из себя, вот весь свой багаж, а им не надо. Они говорят, Наталья Александровна, да что вы вот сейчас загуглю проблему, и вот 100 вариантов. Думаю, господи, как скучно и как неинтересно. Чушь я это. Столько лет вот этот в копилочку все складывала, познавала мир, развивалась. А тут один Google, и все есть. Как так скучно становится. Не знаю. Но зато, конечно, время очень быстро двигается. Так вот, мы сейчас с вами как раз к образу педагога и я хотела, чтобы мы подошли. Я попрошу самых активных, да, нам нужно создать скульптуру, модель, слепить, взаимодействие родители, ученик и учитель. Пожалуйста, быстренько, время у нас ограничено. Выходите, да, выходите, давайте. Где нам удобнее? Вот здесь, там мы можем, где мы будем? Скульптуру. Давайте сюда. Так. Вы какую роль на себя принимаете? Давайте я буду родитель. Папа? Быстро, быстро. Нам нужен учитель, еще мама и ребенок. А вот, знаете, как хорошие учителя говорят, на собрании бабушкам делать нечего. А бабушка, знаете, для чего? Я всегда говорю, бабушка, это опять к моей модели распределения обязанностей, это пирожки. Бабушка – это доброта. Это куда можно, который все простит и все поймет. Это подушка, бабушка, но не воспитатель. Так, у нас учитель. Кто? Вы учитель. Тогда... Я ученик. Ученик. Мама, быстренько, быстренько, мама. Ну, кто-нибудь, дама, быстренько, что вы, мужчина самый смелый, принимаем. А кто же в избу-то зайдет? Ага, давайте. Так, мамой. Кто у нас будет лепить? Учитель модель эту? Или мы архитектора какого-нибудь попросим? Учитель. Модель взаимодействия ребенка, семьи и учителя. Угу. Скульптуру создаете. Вот чтобы без слов мы поняли, что там у вас происходит. Думаем. Угу. Может быть, у кого-то есть своя версия. Мы можем еще одну модель создать. Кто-то, если хочет. Вот тело не подведешь, понимаете? Иногда мозг отказывает, а тело ум нам больше скажет. Доверьте своему телу.
Там мама, папа, ученик и учитель. Да, было бы интереснее, если бы еще модели создавались. Вы готовы? Вы готовы? Показывайте вашу модель. Показываем. Показываю. Ага. А вот руки у рта, это вот прям мама сдерживает себя, так оно должно быть. Это в концепции, да? Ага. Так, пожалуйста, рассматриваем, наблюдаем. Угу. Так. Опять так. двойка. Ага, а что у нас действительно? Да. Ага, а что же мы чувство вины-то навязали? Так, давайте хорошо. Папа, посмотрите, да? Ага. Какая форма? Агрессия. Главный. Да, кто да и хозяин. Угу. Так, здорово. Родители, вы кого видите вот сейчас? Что вы видите? Напишите, что вы видите? Мы концепцию знаем. Ага, вот ну говорите, да, вот объясните нам, да? Переживание учителя, ученику, поддержка. Поддержка. Ага. А рука? А вот то, что вы создали, что это А? что это такое? Он сожалеет о содеянном, конечно. А я думаю, Ребенок. что занимается ребенком только учитель, а родитель со стороны только смотрит и не заимствует. То есть вместе Взаимодействие, да. нет. Что у нас здесь? Посмотрите, родительская половина и педагог вот здесь. Противостояние. Ага, вам что-то хочется поменять? Да, Давайте. Давайте, что вы имеете право. Да, вы вместе. Ага, имеете. Это родители, да? Это родители Вы должны у нас. создать треугольник. Ага. То есть вот у них ребенок, Ага. учитель, то есть родители и ученик. Если только вот так можно достичь. А в идеале должен быть памятник, где все поднимают ребенка вот так. Да. Потому что не не то, что поднимают, в смысле выше его делать, но мы же все делаем, работаем, в принципе, на ученика. Родители для своего. Ну, а если вот Да, замечательно, мне очень нравится ваши... Ага, давайте. Давайте меняем. Мы его защищаем. Вы его защищаете от кого? От кого вы защищаете? От кого вы его защищаете? Агрессия. Мы готовы. Наш броневик стоит в безопасном ключе. Сейчас вот я хотела сказать, Ага. агрессия родителей со стороны вот даже вот, Кого? вот агрессия не ученика идет, вот, например. На сегодняшний день, Да, на сегодняшний день агрессия со стороны родителей. Сейчас вот так вот, да. Агрессия. Со стороны родителей против Тогда мы учителя должны многих. учителя защитить. Да. Да. Или он сам Я вот так защищается. делаю. Любой Вы сказанный вот так Ну, стоите. если меня... Ага, вы Я закрываю. здорово. Вы закрываете, вы совсем закрываете. В таком вот состоянии вам комфортно воспитывать ученика? Что вы будете Если испытывать? вот на меня будет... Ну вот сейчас мы вот эту концепцию рассматриваем. Когда У меня вот было родители ведут... комфортно, когда вот так вот было. То есть у меня, Ага. я с ребенком, и я, получается, объясняю родителям, то есть не сам как-то пытаюсь решить, но и взаимодействую с родителями, чтобы мы как бы в тандеме вот так вот в трио решили проблему, то что вот у него проблема двойка. Вот. Поэтому вот я его изначально сюда поставил. А почему двойка-то, я не пойму? Почему опять двойка? Чего ж мы это самое, так недооцениваем возможности нашего ребенка? Откуда у нас вот это вот? Ты начальник, я дурак. Я начальник, ты дурак, у тебя двойка. Это же есть нездоровое совершенно. А как же вы говорите, мы его туда, а у него двойка? Вы голову опустили. Вы что взрослые делаете-то? А где же его самобытность? Где же его я личность? Вот с такой головой попробуй себе заявить. Еще можно добавить Ага, пожалуйста. администрацию еще вот со Еще. стороны. Сзади учителя. Вот Это вопрос к тому, откуда двойка. контроль. Потому что за все же еще тут контроль. Да. Контроль, я с вами согласна. Но я вот эту тему вообще не хочу затрагивать, потому что для меня она настолько болезненная, потому что сегодня вот эти конкурсы, эти соревнования, написание, они убивают всю работу нашу. Это я вообще не хочу трогать. Вот скажите, хорошо, какая
модель вас бы устроила? Мы здесь сейчас навели немножко критику, да? Но нам же нужно какую-то оптимальную модель, чтобы было, вот они, 4 субъекта, чтобы было хорошо и родителям. К чему мы должны стремиться-то? А? Какую модель тогда? Вот эту? Какую? За руки. Возьмите за руки. В круг. А, вы хотите в круг? Пожалуйста. Ага. Что это такое? Где у нас ребенок? Что вы испытываете сейчас, когда вас держат за руки? Они одинаково ответственны за весь процесс. Да. Ну, слишком плотная связь. Контроль большой. Комфортно ребенку? Давайте его спросим. Вот тебя держат за руки, что ты испытываешь? Ну, Меня все парни. как часть этого целого, может. Часть целого. Тебе не хочется это немножко потер, выйти? Можно, да. Хочется. Контролирует. Ну, не посередине. Ага. Контроль. Сколько тебе хочется свободы? Встань, найди вот это место, как тебе, ты ребенок. Где тебе комфортно? Ну, чтобы этот круг был больше. Умница. Умница. Самый умный у нас кто? Ребенок. Он сформулировал свои желания, он знает. Он хочет свободы. Но он не хочет, чтобы вы ушли далеко. Вы должны быть рядом. Сделайте эту модель, когда всем комфортно. Сложно. Очень тяжело. А сзади стена? Сзади стена? Защита комфортная. А кто роль стены выполняет? Защита — это родители и учитель. Мы туда ставим их. Вставайте. Вот есть другая модель. Ага. Ребенок у нас впереди, вы сзади. Учитель где? Все на одном уровне. С краю. С краю. Ну вы где? Там? Где вы? Вместе с родителем, Рядом с родителями, наверное. Ну, либо чуть-чуть вперед, чтобы он за мной шел. Ага. Что он видит, если вы впереди? А родители, тогда у родителей останется. А родитель, мы какую-то часть нивелировали, мы ее, ну, в общем-то, это агрессивная модель, мы ее занизили. Достоинство родителей. И мы... А мы затылок видим. Да, мы затылок. Угу. Что-то не Мы то. выше, мы выше. Меняем, у нас есть модель другую. Давайте, меняем. Что вы хотите? На одном уровне. На одном уровне родители и ученик, а учитель немного вперед. Учитель чуть-чуть впереди. Всю ответственность вы на него кладете. Он идет у вас паровозом. Подождите, сегодняшний закон об образовании говорит, кто главным субъектом является? Для ребенка кто является главным? Родители. А что вы нарушаете закон? Почему учитель-то? Мы закон нарушаем. Если он Да. Давайте нам в одну линию. Вот это. А если мы в одной линии, чего же мы его учить-то будем? У нас же все одинаково. Чего учить-то? Мы же все вместе, он готов. А интернет его всего, и он выровнял вместе с нами. Это же вот так, я правильно понимаю, одна линия. Мы все в равных условиях. И он тоже. Чего же мучиться-то? Сейчас родители даже умнее учителей. А вы знаете, вот в главных принципиальных подходах, мне кажется, что все-таки нет. Я делала скульптуру, мы строили семейные отношения. Ой, сколько было информации, как ведут себя мамы, как ведут папа. Мне сегодня очень хочется с вами учительскую вот эту концепцию. Мы же тоже с вами родители, правда? Вы не забываете, что быть, как повернуть, где бы вы хотели. Поэтому учитывайте все желания и родителей. А как же эти партнерские отношения-то с родителями, которые продекларированы у нас везде и всюду? Угу. Кого? Меняйте, вы свободны, меняйте, стройте новую концепцию. Или учителя вперед. Нет, но мы тоже рядом, сзади, но недалеко. Сзади недалеко учитель. Рядом к ребенку, но не очень далеко, он впереди, А вы не партнер? Она статичная должна быть? Либо... Нет, мы сейчас мы ее идеальную-то построим, но мы же не можем модель-то в хаосе, но в жизни не так все чисто менять. То есть наши принципы, они же вот не в постоянном движении. Что такое модель? Это что-то такое, какой-то разум, к чему мы стремимся. У нас сейчас мы используем коллектив.
понять и разобраться, что же мы хотим-то. Понимаете, как мы можем строить свои отношения с учениками, учителями? Мы же все в полном тупике сейчас. И с родителями. Мы сейчас модель пока с вами построить не можем. И я даже не уверена, что она сегодня будет закончена. А может быть, многоточия будут? Не знаю. А может быть, мы еще больше вопросов поставим? А может быть, мы найдем один большой восклицательный знак? Я не знаю. Угу. Чего мы хотим? Давайте думать все вместе. Вот мы здесь все умудренные опытом, у нас у всех есть дети, ученики. Создавайте модель, не бойтесь. И больше себе доверяйте. Что вы как учитель хотите? Может, родители в середине, учитель впереди, а ребенок вот. И вот так, может быть, вот так. Я давайте объясню. Ага, да, очень хорошо, согласен. Давайте вашу позицию. Ага. То есть мы должны быть и с преподавателем в партнерстве, работать с ним и друг с другом, и без агрессии. То есть и ребенка должен слушать и так далее, и поэтому его чуть-чуть вперед. Но то есть, он главный как ни ставь, все равно идеальной картины не будет, по мне. Так. Не знаю. Вот, поэтому мы как бы все в партнерстве, без агрессии, и он чуть-чуть впереди, и мы смотрим, и типа того, что вон туда тебе, сынок. Алга, вперед, согласна. То есть мы показываем, преподаватель тоже показывает туда же, например, и это будет круто. Вот, и, ну, как бы мы не слишком близко, не слишком далеко, и не без агрессии. Мне все очень нравится. Мне не нравится один момент. Какой момент? Как вы думаете? Помогайте, пожалуйста. Пожалуйста. Может быть, взрослые все равно как-то должны вместе уезжать. Ой, умничка моя, замечательно. Конечно, у нас же своя одна цель. У нас одна задача. Пока мы родители воспринимаем как конфронтирующую сторону, мы никогда не договоримся. Понимаете? Как только мы поймем, что у нас одни цели и задачи. Вот, а что вы? А где он наш учитель? И ребенок здесь. Ребенок немного впереди. Немножко впереди. Мы уже лучше, правда? Ребенку хорошо. Ему всегда хорошо. Нет, зря вы так говорите. Зря. Вы знаете, дети наши, у меня вот недавно ребенок обратились ко мне за помощью, проблема отношений в семье, да? Я его попросила, нарисуй свою семью. Там вообще, взрослые не разберутся, что творится в семье. Папа сам по себе с мамой живет, любимая женщина мама. Вот. Ребеночка создал, ну, это еще под сомнением, это вообще не мы, хотя копия. Ну, очень сложные отношения в семье. Я ребенка говорю, нарисуй свою семью. И мама там, который, значит, сыночку 40 лет не отдам, мое. Вот, что у сыночка есть другой сыночек, это вообще не рассматривается. Ребенку говорю, нарисуй свою семью. И он мне рисует яблоню. И там 4 яблока. Мама говорит, ой, вообще ничего не может рисовать. Я говорю, что вы? Вы посмотрите, как ребенок тонко чувствует. Он давно уже определил для себя, что даже если бабушка с дедушкой, ой, бабушка с папой живут вот где-то там, отдельно, а они с мамой, но они все равно для него семья, оказывается. И он вот эти яблочки нарисовал, вот эти плодики, очень красивые, яркие. И он так воспринимает, все-таки целое. Я говорю, все-таки у вас сохранилась какая-то мудрость, что вот даже вот эти вот конфронтирующие свои отношения не помешали ребенку создать этот образ. Угу. А мы сейчас разобраться. Так вот мы вот в одной линии, да? Согласна. Вам нравится эта композиция? А вот мне бы очень хотелось, ну вот тут вот, когда мы вот так, вы видите его глаза? Нету. Это очень важно. Ни одно взаимоотношение, ни одни действия, ни одна трансакция, ни одно общение невозможно без контакта глаза в глаза. Сегодня у нас это проблема. Мы сегодня все в WhatsApp, да, мы не видим глаз, мы не видим визави. Это проблема. А не видя человека вот так, одной кнопочкой прервал транзакцию. И все. И не надо переживать, и не надо думать.
закрыла и все. Нам сегодня очень важно сохранить вот этот контакт глаза в глаза, хотя бы с собственным ребенком. Согласны или нет? Вам хочется что-то поменять? Давайте попробуем. Ага, давайте попробуем. Так, вот, мы поняли. А где ребенок стоит? Чтобы видел глаза родителей и видел перспективу. Она у тебя больше, она другая. Это же другое поколение. Угу. Куда ребенка поставим? А мы на него. Круг? Ну как вот мы стояли? А там ты Глаза в глаза. Ага. Нету. Он же другой, а мы взрослые. У нас же одни цели и задачи, правда? Мы же... Чего мы хотим-то? Чтобы он стал счастливым. Совершенно верно. Мы хотим... Да не обязательно ученым. А что, он не может быть строителем счастливым? Да не надо вот завышать. Мы все сегодня хотим чемпионами быть и так далее. Я, конечно, понимаю, это наши амбиции, поэтому мы их и таскаем везде. Но, может быть, все-таки принцип хорошего человека, конечно. А счастливый это как? Чтобы ему нравилось. Не вам, мои дорогие, во границе. Ага. Скажи, пожалуйста, когда ты видишь глаза взрослых, что ты испытываешь, когда стоишь вот так вот? Есть на кого опереться, есть на кого сориентироваться, правда? Может быть, эта модель нас устроит? Как вы считаете? И тогда вот возникает вот это партнер. Да, здесь как-то, когда если я вижу только, не знаю, как сказать, будущее, ну просто дорогу, мне тяжелее найти свои какие-то ориентиры, да, когда я в глаза своим родителям и учителю вижу, я уже могу быстрее определиться, потому что есть те, кто поддержит, есть те, кто направит, есть те, кто исправит. Что вы чувствуете как педагог? Вы видите своего ребенка, рядом с вами стоят родители. Что вы чувствуете? Ну, я чувствую, что я могу, ну, я вижу, получается, как результат своей работы учеником. И чувствую то, что рядом со мной стоят родители, они тоже, в принципе, ну, то есть не так вот мы стоим друг против друга, а рядом то, что они готовы в любой момент, то есть поддержать, то есть обсудить какие-то вопросы. И то же самое, то есть они с такой же точки, то есть с такого же угла видят ребенка, как я. Ну, примерно, чтобы там разногласия не происходило. Вот. Спасибо. Родители, что вы чувствуете, когда вот так вот? У вас разные были модели, вот сейчас что вы чувствуете? Я вот вижу, что вот общая цель у нас и с папой, и с учителем. С учителем? Да. Кем становится учитель? Он растет на моих глазах. Поможет. Партнером, другом. И ребенка. И ребенка. Вот я могу определить, какой у него сегодня был день, счастливый, несчастливый, внутренний мир. Могу разглядеть его. Комфортно ему было в школе. Некомфортно. Я, конечно, не спрошу там сразу, какие оценки ты сегодня получил, как у тебя день прошел, с кем ты сегодня играл, с кем ты разговаривал. Я дождусь, может быть, сам захочет говорить. Мудро очень. Вот это очень мудро. Подожди, сделай паузу. Дай возможность ребенку, чтобы у него возникло желание, но я этим подработаю. Не только. Смотри мне в глаза и говори, где был. Да? Как мне одна мама говорит. Я звоню каждые 5 минут, я точно знаю, где она идет. От дома до 20 минут. 22 минуты ее нет, куда-то ушла. Все, у меня полный контроль, никаких наркотиков, проституции, у меня ничего не будет. Вот у вас как раз первый учитель будет. Вы согласны сейчас с тем, что мы услышали? Скажите, пожалуйста, все понятно? Вы хотите возразить? А вот как сделать родителей партнерами – это большой труд.
Это огромнейший труд. Но когда мы начинаем понимать, что мы союзники, и у нас совсем по-другому отношения строятся. Спасибо, что я сегодня это время провела с вами. Большое спасибо за ту работу, которую и вы мне в результате этой модели, этой статуи, я для себя поняла, и вы что-то вынесли. И еще, мои дорогие, берегите себя. Сегодня ваше здоровье. Это моя еще одна большая часть, о которой я хотела поговорить, чтобы вы, как педагоги, берегли себя, свое психическое состояние. А как? Я не успела с вами поделиться, но я думаю, у вас впереди ваш опыт. Вы просто знаете, я вам сказала, Лукашенко заступился за нас. Да? Я вам показала, что отсутствие мотивации идет корнями оттуда, чтобы вы лишней вины на себя не брали и понимали суть проблемы и суть вопроса. Можно там исправить, исправляем, меняем что-то. Мы взрослые, от нас зависит. Дети – это плод, это продукт. То, что мы с вами творим. Большое вам спасибо. Спасибо.